Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели подкаста. Сегодня у нас в гостях соцпедагог Анна Рерон, и сегодня мы будем задавать ей несколько вопросов. И с вами наши несменные ведущие Никита Артемов и Алексей Син. В первую очередь я бы хотел бы извиниться перед нашими слушателями за прошлый выпуск подкаста. Аудио там немножко было не самого лучшего качества, но мы слышим вашу обратную связь. Пожалуйста, пишите, не молчите, оставляйте обратную связь, говорите, что вам нравится, что вам не нравится. Я побеседовал с огромным количеством своих учеников, и будем отталкиваться конкретно от вашей связи. Вот как видите, сегодня снимаем уже на штатив, точнее вы этого не видите, но это вижу я. В общем, у нас сегодня очень важный гость. То есть наш подкаст не только о жизни школы и учителях, но также и о системе поддержки. И в гостях у нас соцпедагог Анна Рерон. Да, здравствуйте, спасибо, что пригласили, очень приятно. В общем, итак, первый вопрос. Почему вы решили стать именно соцпедагогом? А я не решала, на самом деле, как-то так вышло. Если мы говорим конкретно о карьерном пути, как он начался, то начался он вообще не с социальной педагогики. По окончанию гимназии я поступила в Тартовский университет и получила свое первое высшее образование по специальности молодежный работник и организация местного самоуправления. И уже на 4-м курсе университета меня пригласили на работу в управу. Я работала специалистом службы охраны детства, тогда это называлось, сейчас называется служба благополучия ребенка, тогда это была служба охраны детства. И так получилось, что на этом месте работы я сочетала обе свои полученные специальности. То есть я работала как с, скажем так, молодыми людьми, со спецмолодежью работала, и организация местного самоуправления заключалась в том, что это действительно управа, и все эти необходимые качества были при мне и так далее. Морально не потянула я эту должность. Через какое-то время, через полгода я стала начальником отдела охраны детства, поняла, что не мое, потому что морально, правда, на самом деле это было очень тяжело. Это были те годы, когда процветала уличная молодежь, когда ты видел вот этот вот весь хаос вокруг себя. Плюс на тот момент я готовилась сама уже стать мамой, и во мне как-то зарождался уже материнский инстинкт потихонечку. Я не могла продолжать делать эту работу как-то сухо, профессионально, без эмоций, потому что понимала уже, что такое ребенок, будучи вот с этим своим материнским инстинктом. Родила ребенка, в чудесном декрете находилась 3 года, и только после этого, попав на работу в профессиональную школу, я поняла, что не хватает мне какой-то еще, наверное, специальности. Я поняла, что я хочу продолжать работать в социальном направлении. Для этого мне, разумеется, необходимо было получить образование. И вторую свою магистерскую степень, вернее, просто магистерскую степень, уже первое у меня было высшее прикладное образование, и на второе вот я пошла уже социальная педагогика и охрана детства. Как-то совершенно случайно я оказалась на этой работе, потому что предыдущая моя коллега ушла. Я работала инфоспециалистом, то есть я работала с системами там определенными информационными в этой профессиональной школе. Далее моя коллега покинула свой пост социального педагога, и я подумала, почему бы нет, стала социальным педагогом. Здесь я оказалась в роли социального педагога, потому что в профессиональной школе я заскучала. На самом деле профессиональное образование, оно все равно навсегда останется в моем сердце. Это невероятно интересная сфера. Мастерские, огромные какие-то невероятные совершенно профессиональные навыки, за которыми ты наблюдаешь, как растут молодые люди и так далее. Я заскучала, мне захотелось романтики, мне захотелось, во-первых, поработать с другим возрастом, потому что в профессиональной школе это исключительно молодые люди от 16 и выше. Я хотела понять, могу ли я работать с помладше, скажем так, детьми в том числе. И мне хотелось, посмотреть на девочек, потому что работала я в Таллина Ласная механика коль, это в основном одни парни там были, девчонок относительно недавно там стало побольше. Но мне хотелось девочек как-то вокруг себя тоже видеть. Поэтому я оказалась здесь. Вот так вот я оказалась здесь социальным педагогом. То есть какой у вас опыт работы соцпедагогом? Ты имеешь в виду в годах или? Да, в годах. Так, это было в 2020-м я получила, наверное, степень. Нет, в 2020-м, да, в 2020-м или 2021-м все-таки я получила степень, и буквально через пару месяцев я уже стала работать, и считайте. То есть можно сказать, что это очень такая
нужная профессия, и на нее есть спрос на рынке труда? В год, когда поступала я, это была самая конкурсная специальность в Таллинском университете. На место было огромное количество желающих. В момент хвастовства, может быть, немножко. Я была 3-я в списке при поступлении, набрала 94 балла. То есть нас все-таки смотрят огромное количество людей, которые уже, наверное, гимназисты, которые уже закончили школу, кто уже поступил в университет и потом пойдет в магистратуру или сделал свой gap year, да, и думает над поступлением. Вот как вы думаете, какие вещи вам помогли лучше поступить в университет, вот пройти через всю эту конкуренцию? Подготовка, четкий план, желание и так далее. Я на самом деле готовилась к поступлению. И немаловажно следить за страничкой, за критериями поступления в принципе. То есть первым делом я, разумеется, открываю страничку, и что я, собственно, рекомендую, да, и тем, кто, если нас смотрит, ему это интересно, открыть страничку того учебного заведения, куда ты поступаешь, и четко посмотреть, что они требуют. Потому что в этом, собственно, весь секрет. И когда ты приходишь, ты должен идти конкретно по этим критериям по подготовке, не лениться, если написано, что ты должен прийти с каким-то готовым проектом магистерской работы, значит, ты его действительно пишешь и приходишь с готовым проектом магистерской своей работы, что я и сделала. То есть уже к моменту поступления нужно знать свою тему. Магистерская работа, это должна быть приблизительно, разумеется, это можно все менять, никто за этим не следит, это тебя ни в коем случае не обязывает следовать этому сценарию, но да, потому что таким образом ты показываешь не свою готовность рассмотреть или исследовать определенную тему, ты показываешь таким образом комиссии свои профессиональные качества, то есть ты показываешь, что ты целеустремленный, что на тебя можно положиться, что ты умеешь, у тебя все в порядке с функциональным чтением в конце концов, да, потому что при поступлении ты видишь, что от тебя требуется, и ты даешь им то, что от тебя требуется. А все про личностные качества при поступлении. О магистратуре, если мы вернемся к первой части вопроса, я могу сказать, что магистратура все-таки в большинстве своем на очень многих специальностях это про диплом. Это про ту бумагу, которую тебе выдают потом торжественно на сцене ректор. Да? В моем случае то, чем я сейчас занимаюсь, никто в университете мне этого не давал. То есть это вот типичная история о том, что учеба versus реальность. Да? Абсолютно, да. Угу. Ну и вот наверняка большинству нашим слушателям интересно, чем же все-таки занимается соцпедагог в школе? Я готовилась к этой встрече, и я постаралась посмотреть, чем занимаются социальные педагоги, скажем так, в других школах и так далее. Разумеется, работа отличается по школам, зависит от контингента, зависит от того, насколько школа большая и так далее. По мнению одной моей коллеги, которая в 2020, по-моему, также году, она защитила магистерскую работу на тему на тему того, чем же все-таки занимается социальный педагог и кто это такой. Социальный педагог объединяет в себе 9 разных ролей. Я, может быть, сейчас сразу же все не упомню, но в первую очередь это, к сожалению, наверное, мы следователи. Мы, разумеется, психологи. Подготовка на это есть, но мы никогда не возьмем на себя лишнего. То есть социальные педагоги все-таки четко держат границу. Разумеется, есть иногда моменты, когда ты должен оказать психологическую помощь, в том числе ребенку, но дальше ты передаешь этот момент специалисту, просто потому что так правильно. Это индивидуальные уроки. Если мы говорим конкретно про нашу школу, то помимо того, что я всегда в доступе для ребят, чтобы со мной поделиться какими-то переживаниями. Я, разумеется, разбираю конфликтные все ситуации, которые происходят. Если мы говорим обо мне, то это 7-12 класс этого года. Разумеется, да, следователь, конечно, наверное, самое любимое у всех. Это такой перчик, которого всем хочется здесь, когда что-то происходит, нужно что-то нарыть и так далее. Успешно с этим справляюсь. Все получается. Уроки ведем. Точно так же по расписанию социальный педагог ведет уроки. То есть у нас есть ребята по принципу инклюзивного образования, все среди нас, вам это всем хорошо известно. Есть ребята, у которых есть решение Рай-Леди, которые нуждаются в индивидуальном подходе со стороны психолога, социального педагога, спецпедагога и так далее. Логопеда еще, да. Я работаю с такими ребятами. Можно уточнить для зрителей, что такое система Рай-Леди? Рай-Леди – это система независимых специалистов, это независимая консультационная комиссия. По-моему, с этого года они сейчас уже находятся на Тамсаре, раньше это было Юлия Место-Сити. В случае, если в школе, как правило, они работают, большее внимание
внимание уделяют тем школам, где, в принципе, отсутствует комплект специалистов. Как мне кажется, что сейчас это работает вот так. Те школы, как наши, например, где комплект специалистов укомплектован, у нас есть социальные педагоги, психологи, спецпедагоги, логопеды и так далее, они оказывают поддержку семьям, то есть семья может обратиться к ним, чтобы эти специалисты, независимо от школьных специалистов, оценили возможности ребенка в плане обучения, ну и дают свое заключение. Здесь важно отметить, что это заключение добровольное. Если вдруг это решение по тем или иным параметрам не нравится родителям, то оно не применяется у нас в школе. Если это заключение родителям нравится и все устраивает, то оно в нашей школе применяется. И тогда ребенку оказывается особый подход. Всех этих детей мы знаем, и все они получают эти услуги. То есть в нынешней системе образования и воспитания детей в рамках школы получается, что финальное решение за родителем. Финальное решение за родителем уже давно, да, исключительно за родителем. А вот, может быть, прокомментировать, как было раньше и как стало? Свою оценку этому дать. С одной стороны, конечно, это чудесно. То есть мы все понимаем, что есть несовершеннолетний ребенок, у него есть законный представитель, и кто, как не семья, должны знать. Как говорит, вообще первое правило социальной работы – это клиент – эксперт своей жизни. Вообще человек сам эксперт своей жизни. И в случае ребенка, значит, родитель – эксперт его жизни, грубо говоря, им виднее, скажем так. Часто, конечно, бывают ситуации, когда мне кажется, что родители не до конца прислушиваются к школе, а могли бы. Вот этот момент, конечно, не очень нравится. Причины на это самые разные. Мы ни в коем случае не осуждаем за это родителей, мы ни в коем случае не имеем ничего против, потому что мы просто нет такой возможности у нас, да, и этические и так далее. Но хотелось бы, чтобы к школьным специалистам прислушивались чуточку больше, потому что мы видим ребят в другой среде. Это естественно, что дома ребенок себя ведет одним образом, на улице это будет совершенно другой ребенок, в школе третий, и это чудесно. Это ни в коем случае, я как-то услышала фразу, говорит, это же лицемерие. Нет, это говорит о том, что ребенок здоров абсолютно, потому что ребенок должен понимать, что у него действительно разные роли. С мамой он может себе позволить одно, с учителем он может себе позволить другое, с папой тем же самым третье. То есть это правильно, и это замечательно, когда ребенок знает, где и как можно. То есть вот мы сейчас затронули тему, получается, 7 класса по человековедению, который я тоже иногда веду. Я все время привожу в пример ситуацию, например, с ненормативной лексикой, да, что в школе с друзьями вот вроде бы легко, приходишь домой и как-то автоматически все на это блок становится, и сам не понимаешь, почему так работает, но вот само тебя местоположение, да, твоего дома заставляет тебя соблюдать вот эти вот какие-то неписанные правила. Да, потому что правила, рамки, границы. Угу. Значит, семья так постановила, и, опять же, это замечательно, да. То есть это ненормально, если, например, ребенок использует ненормативную лексику в общении с родителями? Нет такого понятия нормально или ненормально. Если в семье так принято, и для них это нормально, то и ребенку это нормально. То есть, в таком случае нужно дефинировать эти нормы в этом плане. Как далеко можно зайти? У нас в семье так принято, и все, смиритесь, общество с этим. Нет. Тогда в этом случае только дома, пожалуйста. Если у вас так это принято, потому что у нас есть случаи, когда, например, мы ловим человека за курением электронной сигареты, и мне несовершеннолетний ребенок говорит, моя мама знает, что я курю. Пожалуйста, у себя дома в таком случае все что угодно, но здесь в школе у нас есть школьный устав, по которому иметь при себе не то, что даже употреблять какие-то вещества запрещено, значит, мы этого здесь не делаем, потому что работает школьный устав, ценности, конечно, тоже. Хотелось бы затронуть тему касаемо отношений соцпедагог-ученик. Если вы идете по коридору, и есть ученик, с которым вы до этого работали, это чаще ученик, он с вами поздоровается, у него будут положительные эмоции от опыта с вами, или же все-таки он захочет избежать контакта с вами? Я надеюсь, что положительно. Насколько мне известно и насколько с моего кабинета выходят, мне кажется, что у меня чудесные отношения с учениками. Вообще этот какой-то, я не знаю, годами сложившийся миф, стереотип, не знаю, как это назвать, что социальный педагог – это такая некая бабайка, которая ходит и на всех ругается, и может быть, еще даже где-то кулаком погрозит, но это точно не моя история. То есть это давным-давно всем известно, что ни криком, ни какими-то, тем более, нелицеприятными, запугиваниями, или какими-то выражениями это
ты ничего не добьешься. Разумеется, бывают случаи, когда, понятное дело, что если мы говорим о конфликтах, о том, что произошло что-то вопиющее в стенах школы, конечно, мы по головке-то не гладим в кабинете. В этом случае, да, наверное, я буду говорить строго, но я не выхожу за рамки какие-то профессиональные. Мне кажется, никого я никогда никак не обидела. Если вдруг обидела, искренне прошу прощения, но мне кажется, что нет. А по поводу идет социальный педагог и что сказать, я могу, мне все время это очень смешно, я сразу же вычисляю новеньких в школе. И не потому, что даже, кстати, мы всех знаем уже в лицо, где-то, наверное, к сожалению, ну, в общем, да, и даже по имени, но когда я иду и сделаю кому-то замечание, если вдруг я по губам прочитала, что про меня думают и куда мне пойти, я сразу же понимаю, что это новенький, и я на него не обижаюсь, потому что я знаю, что скоро я ставлю себе галочку, говорю себе, что мы с тобой, значит, встретимся скоро, познакомимся, и я уверена, что будут у нас все равно в итоге хорошие отношения. Скажем так, я не падаю в обморок от того, что кто-то где-то матом ругнулся, да, или что-то ужасное сделал. Я работаю с конкретной ситуацией, и это не значит, что человек, который что-то совершил, становится плохим. Он сделал плохой поступок, поступил плохо, где-то что-то не сфильтровал, при этом он остался чудесным человеком. Так что... Каждый человек имеет право на какую-то ошибку. Да, и на второй шанс, и на третий, и на четвертый, если нужно. До 14 лет, разумеется, мы все это помним, да? С 14 у нас уже уголовная ответственность. Когда мы говорим... Это как то видео, которое «Поздравляем тебя с 14-летием», полицейские записали и сказали: «Теперь ты ответственен, да». Знаешь, что за свои поступки могут быть последствия. Так и есть, но тем не менее в стране у нас все равно политика не наказания, даже начиная с 14 лет. Так что все равно будут стараться через какие-то правильные социальные практики повлиять на поведение того или иного человека, ребенка, подростка. Ну вот, кстати, отходя от этой темы, ну, точнее, из этой темы выходит такой вопрос, интересующий меня, да и, мне кажется, и всех остальных. Какие у вас были там всякие смешные, интересные, необычные, может, даже моментами страшные истории из вашей вот профессиональной карьерной деятельности? Вот мы за кадром говорили, что у вас были какие-то запоминающиеся моменты из профессиональной школы. И вот интересно было бы услышать про них. Да, на самом деле запоминается все. И в моменте ты тоже вспоминаешь все, когда приходит. Вот так вот сходу каких-то забавных историй, наверное, нет. Но то, что я не могу вспомнить какие-то именно случаи, вот так, чтобы вот с вами вместе посмеяться, потому что, наверное, они не предполагают прямо смешно. Потом, может быть, становится смешно, когда что-то произошло, и ты вспоминаешь там какие-то вещи. Я вот так вот сходу, правда, нет. И если мы говорим про профессиональную мою школу, как правило, это даже связано не с тем, что что-то случилось, это связано вот с отношением, да, вот ты как человек, как социальный педагог, ну или вообще, в принципе, взрослый, да, или там работник образования, с ребенком. То есть вот таких моментов действительно мне очень запомнилось, когда у меня, например, учащиеся, когда я пришла только на работу, я была тогда еще юной, совсем девушкой в Таллин-Лосновая механика Коль. Ребята, например, они спорили постоянно на деньги, значит, вычисляли, сколько мне лет. Это было очень забавно. Было забавно, когда где-то в разговоре, например, я упоминала о том, что там вот мой ребенок, ну что ты, мне каждый раз все удивлялись и говорили: у вас есть ребенок, и начинали, опять же, да, все начинали гадать, сколько мне лет. И вот почему я про это заговорила. Было у меня чаепитие с группой, значит, они изучали этот техносистемы дегитус, есть такая специальность, вот это были вот эти ребята, мне безумно нравилась эта группа. Мы с ними пили чай, потому что они выпускались. Мы почему-то заговорили, у нас была тема история, и мы говорили о том, да, история тоже сквозит везде. И мы заговорили о каких-то политических деятелях, заговорили о камфорное поведение, там, о идеологии всяких и так далее. Один парень на полном серьезе, он так облокотился, так смотрел на меня, говорит: вот Анна, говорит, да, мы наслышаны, конечно, о таких временах, что вот и так все переживали, когда какой-то вот умирал, значит, деятель, а вы плакали на похоронах Сталина? И тут я говорю, ну да, думаю, что вот мне сказать ребятам вот по этому поводу. Я говорю: а сколько, по-твоему, мне лет, дорогой мой? То есть, ну, вот такие какие-то моменты. И, ну,
Позитива в моей работе, несмотря ни на что, хватает. Нам весело, мы всегда смеемся, у нас все время есть отдушина здесь, в системе поддержки. Но какие-то вот так вот прям случаи, Алексей, я даже не знаю. Если придется когда-нибудь к слову, конечно, могу рассказать, если бы еще чуть больше чего-то наводящего. А вот есть наоборот, на контрасте такие ситуации, когда ты понимаешь, что в нынешней системе у вас, как у соцпедагога, больше нету способов помочь ребенку, и у вас чувство такого бессилия. Очень часто. Я буквально недавно делилась со своими коллегами, не знаю, может быть, это будет, конечно, чересчур откровенно в рамках этого подкаста, но почему бы нет, да? Все бывает в первый раз. Но буквально недавно делилась с коллегой, что я чувствую в последнее время, я нахожусь в бесконечном таком состоянии, испытывая глубокое чувство вины за то, что надо что-то делать, а как будто бы оно не происходит. При этом я со всей ответственностью заявляю, что мы просто вот из кожи вон лезем. То есть, если посмотреть наши календари, расписанные по минутам, да, когда ты встречаешься здесь, там, сям, что-то пытаешься решить, кому-то помочь, и все равно все недовольны. Вот это вот немножечко выбивает, конечно, из колеи. То есть, когда ты должен рассчитывать... Вообще говорят, работа с людьми — это действительно самое... Последний, кстати, немножечко отойду от темы, что буквально пару дней назад вышло исследование, посвященное тому, насколько люди счастливы, на какой специальности, работая где, люди счастливы. И если 5 лет назад это, например, были мастера маникюра, педикюра, там, салоны красоты и так далее, потому что людям хотелось общаться, они могли там делать свою работу какую-то, при этом сплетни везде там подсобрали, кости всем перемыли, все у них хорошо. Но это женщины, да, если мы говорим. А сейчас самые счастливые люди у нас на заводах, как оказалось, потому что они стоят у станка, без людей, никто на них не давит, они сухо, спокойно делают четко поставленную задачу, в четко поставленные сроки, четко зная, как они это сделают, когда они это сделают и так далее. То есть у них нет никаких дополнительных факторов стресса. Что касается нашей работы, мы должны, не только социальные педагоги, а вообще в целом, да, работник образования, мы не просто работаем с людьми, мы работаем с разными группами людей. То есть у нас дети, у нас коллеги, у нас их родители, у нас руководство. Это как минимум 4 я уже насчитала. И ты везде должен успеть, везде должен всех успокоить, сказать, что все нормально, все под контролем и так далее. И да, тяжеловато иной раз не мне самой от того, что мы бессильны, потому что я знаю, как работает система, и я знаю, где действительно мы бессильны, где полиция бессильна теперь уже, где бессильна судебная, в конце концов, система. Я знаю, как работает система, поэтому меня это не очень, скажем так, выбивает из колеи. Меня выбивает из колеи, когда я должна сказать это родителям, когда я должна в какой-то момент им сказать, что вот здесь стоп, к сожалению. То есть вот дальше не получится. А вот в каком смысле? Например, конфликты среди детей. Я как мама, я разделяю чувства тех родителей, которые готовы делать все, что угодно с обидчиком своего ребенка. Правда понимаю. Как специалист я знаю, что это невозможно. То есть, нельзя, то есть поставить к стенке, что сделать, расстрелять этого человека или как, дать ему сдачи тоже нельзя. Сказать обиженному, ребенку, которого обидели, например, что а теперь ты вот его, не знаю, там, плюнь в него. В последнее время, кстати, что-то пошла у нас эта тема, там, оплевать всем. Так тоже нельзя, да, то есть вот это очень сильно меня конкретно, эмоционально может выбить из колеи, да, когда ты должен родителю уже в какой-то момент сказать, что никак, да, и родитель говорит, как же, мой ребенок пострадал, а тут получается, что да, действительно вот так получается. На того ребенка можно только беседами повлиять, каким-то образом попытаться сделать так, чтобы он свой поступок, если можно так сказать, охорошил. То есть в эстонском языке есть красивое слово, оно хиастада, да, то есть он свой поступок хиастада должен, охороший, да, то есть он должен тогда принести тоже в свою очередь какую-то пользу, там, я не знаю, обществу и так далее. Это может казаться со стороны, наверное, забавно, это может нам, да, или это может злить родителя того ребенка, которого обидели, но вот оно вот так есть. Я вам больше скажу, сейчас государство двигается в ту сторону, когда провинившимся ребятам, которые уже достигли возраста уголовной ответственности, и они, например, доходят все-таки до суда в силу тяжести своих проступков, это именно проступки, не преступления, и им назначается наблюдение, например, в криминальном надзоре,
решением судьи, то есть, да, они должны наблюдаться у чиновника криминального надзора, они, ну, допустим, должны отрабатывать, как правило, их направляют в ускасутускескус, ну, там, например, одежду разбирать, которая поступает, там, не знаю, пазлы считать и так далее. В том числе, значит, решением суда им прописывается, что они должны написать сочинение на тему, почему это плохо, то, что он совершил. И я вам хочу сказать, мы можем к этому относиться как угодно, но это работает. Системы вот такие вот так практики восстановительного права, это называется восстановительное право, оно работает, правда. Вот говоря о судебной системе и системе наказаний, каких-то тюремных сроков, когда мы с учениками проходим средневековье, они говорят: слушайте, а почему мы перестали казнить преступников? Вот, почему бы, да, банально не казнить всех, кто провинился, да? То есть нет человека, нет проблемы. Да? И, ну, мне приходится объяснять, да, что с одной стороны экономический интерес, да, человек может работать, приносить дальше налоги, ну и в принципе, ну, контрпродуктивно убивать рабочую силу. А с другой стороны, да, вот очень интересная тенденция последних, наверное, там 30-40 лет, когда мы со скандинавских стран видим пример щадящей судебной системы, человеческой, и у них действительно падает уровень рецидива в первые там 1,5 года. Все правильно, это действительно так. То есть вот то, о чем я говорю, когда я сказала, что эти практики все работают и техники, потому что есть исследования, которые показывают, что это действительно так. То есть это действительно все работает через восстановительное право, через возможность охорошить, да, свой поступок. Действительно доходит до людей гораздо больше. Да, то есть это абсолютно контринтуитивно, но при этом это работает. Да. То есть тут очень легко сделать эту логическую ошибку. Да. Да? Просто, может быть, наше общество, учитывая, ну, мы постсоветское пространство, да, что тут говорить, то есть мы просто-напросто, может быть, наш менталитет или, ну, наше общество, оно не очень к этому пока готово. Это вопрос времени, да. Мы в любом случае к этому движемся, и по-другому уже не будет. Будет вот так. А есть ли какие-то категории, вот возрастные категории детей, когда труднее всего решать внутриклассовые и не только конфликты? Я могу по опыту сказать, что да, 6-7 классы – это те классы, где чаще всего возникает, опять же, в силу, здесь очень важно знать возрастные особенности. Это фундаментальные вообще вещи. То есть как бы мы ни говорили о чем-то, да, что делать с этим классом или с тем классом, вот оно нерушимо. То, что у человека есть возрастные особенности. То есть теория вот этого вот развития первичная, и оно не будет по-другому. То есть в определенном возрасте ребенок поступает так, и он не будет поступать иначе. И если, кстати, вдруг он поступил иначе, что для нас кажется хорошо, то для специалиста это как раз наоборот звоночек, что почему вдруг он не соврал, грубо говоря. То есть он должен пройти эту стадию. В определенном возрасте ребенок должен и соврать, и наперекор что-то сказать, и кому-нибудь врезать, и посмотреть, что из этого будет. И границы они щупают, и это нормально, так должно быть. И детям нужно давать эту возможность жить, развиваться в этом социуме. То есть здесь есть прям конкретный возрастной детерминизм. В какой-то, ну да. Но вот если мы говорим о нашей школе, то 6-7 классы нам не дают расслабиться. И на самом-то деле это очень интересно, потому что когда я пришел в школу, первые классы, которые я взял, это были 6-е, потом мне добавились, 6-е стали 7-ми, мне добавились 6-е, и сейчас я смотрю на свои 8-е классы, привет, ребята, когда вы это смотрите, и это действительно контраст. Вот 7-й и 8-й класс, чувствуется разница, и чувствуется у них больше эмпатия к учителю как к человеку, и уже какой-то, становится больше жаль этого учителя. Они начинают, желать ему счастья своим поведением и поступками. И это прям второй приток сил, да, то есть вот открылось второе дыхание и желание работать с этими классами. Ну и, конечно, все зависит от среды. То есть, если создать определенную среду в классе, то так оно и будет. Все вот эти мелкие шалости, которые вот, собственно, возрастные, они не будут просто так замечаться, потому что все равно есть определенная грань того, где ты это сделал, потому что ты сделал, потому что у тебя там, грубо говоря, еще твоя кора головного мозга не до конца, собственно, развилась, и ты поэтому не понимаешь, да, последствия своих действий. Но и совсем другом, и все-таки есть разница, когда ты делаешь целенаправленно какой-то плохой поступок, ты должен понимать, по крайней мере, разницу между хорошо и плохо. Есть такие ребята, которые не понимают разницу между хорошо и плохо, искренне не понимают.
То есть мы здесь затронули такую тему немецкой философии, да, Карл Маркс, бытие определяет сознание или сознание определяет бытие. Вот ваше мнение все-таки. Вы знаете, это настолько по течению вообще вот все вот эти вот какие-то моменты, что это на тему яйца и курицы тоже можно бесконечно спорить. Вот оно случается так, как оно случается, и время анализировать, почему оно произошло, его просто не остается. Так глубоко мы не копаем все-таки. То есть я когда веду, почему я интересуюсь, потому что у меня у самого есть какой-то такой неотвеченный внутри вопрос, который я хотел бы сейчас озвучить. Я когда веду уроки человековедения, и мы обсуждаем какие-то конфликты, окружение, которое окружает наших детей, и я сразу же вспоминаю условия, в которых я рос. У меня был достаточно примерно хороший класс, но буквально был параллельный класс, который был очень проблемным. То есть там в процентном соотношении было больше наркоманов. Там было больше людей, которые начали раньше пить и курить. Я себе задаю вопрос, а вот насколько здесь есть исторический детерминизм, что вот мне просто повезло, вот когда родители там подавали заявление в хронологическом порядке, мое имя не попало в список этого класса, я не рос в окружении этого класса на протяжении многих лет, я не томился, не мариновался в этой среде, и поэтому у меня было больше вариантов не пойти, мы простым языком не пойти на поводу у этого плохого, там, аморального, да, маргинального поведения. Среда определяет, разумеется. Работать нужно обязательно. Почему необходимо реагировать на все случаи? Потому что, если ты не дал реакцию, то будет хуже. Вы знаете, я, кстати, здесь могу привести пример. Все знаете, да, вот эта фирма No Bananas, вот эти ягоды роскошные, красивые стоят. Они почему стоят там такие роскошные, красивые, а на рынке, например, на центральном рынке, например, не такая красивая клубника лежит? Потому что на центральном рынке люди считают свой заработок, они считают каждую копейку. Они не могут себе позволить каждую ягодку, которая вдруг испортилась, выкинуть. Да? И когда в этом ящике одна плохая ягодка попадается, она начинает заражать все остальные. Политика No Bananas такова, что как только они видят хоть одну единую ягодку, где вот чуть-чуть где-то бачок, вот что-то с ним уже становится не то, они эту ягодку выкидывают. И весь ящик остается красивым. Как интересно, то есть это такая аналогия с обществом получается. И как же это вписывается в систему, где мы должны максимально вклинивать преступников, совершивших преступления, обратно в общество? Вот. А что такое? Что ты имеешь в виду под вот вклинивать? Никто же не. Из вашей аналогии следует, что выкидывать ягодку это как будто смертная казнь. Нет, у человека нет проблем. Нет, мы заговорили про реакцию, да, что если вдруг в классе попадается человек, у которого вот такое вот девиантное, грубо говоря, поведение, то с ним нужно работать в этом плане. Если ты оставишь без внимания такое поведение, это будет распространяться на весь класс. Я, например, слушаю ваши истории. На самом деле, я бы не смог работать соцпедагогом, потому что Я бы тоже, Алексей, не смогла. Потому что я бы очень часто ставил себя на место как бы учеников, и вот как бы думал, вот ты же тоже так же делал, почему ты вот сейчас его наругал как-то, или там написал замечание. Вот у вас это часто такое бывает? Разумеется, но ты должен понимать, что опять же, одно из первых правил социальной работы или социальной педагогики, ты должен быть честным, ты не должен давать оценку сразу же ребенку, да. Вот что значит ставить себя на место, писать замечание или там не писать. Мы же тоже получали, да, я делала так же, но я точно так же получала за это замечание, например. То есть это тут смотря под каким углом посмотреть. Без реакции все равно нельзя оставлять ни в коем случае. То есть ты все равно должен прореагировать. Чем спасаюсь я? Тем, что я знаю, что все, что я делаю, это так или иначе гарантирует, скажем так, благополучие этого ребенка. То есть ты думаешь на перспективу, что все-таки первая задача социального педагога, ты должен заставить, в хорошем смысле, да, не принудить как бы, а ты должен заставить его думать и анализировать свой поступок, то есть почему ты так сделал, зачем ты так сделал, нужно ли было так делать и какие последствия того, что ты сделал. Поэтому, наверное, когда ты понимаешь, что это все в его благо, тогда, наверное, ты к этому относишься лучше. Ну и плюс, Алексей, ты учащийся 10-го, да, правильно, класса, а я уже взрослая женщина, которая немножечко по-другому мыслит. Поэтому я тебя уверяю, что если бы, когда ты вырастешь, то это ужасно звучит, когда ты повзрослеешь, ты будешь думать иначе, да, и у тебя не будет таких социальных дилемм. Окей, хорошо, спасибо. Вот скажите, пожалуйста, как вам опыт работы с детьми до рождения собственного ребенка помог в воспитании своего ребенка? Потому что поделюсь своим опытом, когда я пришел в первые годы,
я я и до сих пор делаю огромное количество ошибок, как молодой педагог, но я хотя бы саморефлексирую и стараюсь их остановить. И я вот заметил, да, вот эти моменты, мол, типа, а давайте вы сделаете это, получите вот это. И я начинаю понимать, что это то же самое, когда сделай домашку и получишь там киндер-сюрприз или что-нибудь еще. Пятерку. И ты, получается, делаешь вот эту систему награждения ребенка, и потом он без награждения отказывается работать. И я понимаю, что если бы я не работал бы в школе, скорее бы всего я бы допустил бы эту ошибку в воспитании собственного ребенка. Вот вы замечаете какие-то лайфхаки, которые вы получили заранее, и уже со своим ребенком смогли предупредить? Мне помогает образование. Я, разумеется, в силу образования какие-то вещи использую и в своей семье, но я не знаю, мне кажется, что мой ребенок, моя чудесная девочка, это результат, у нее какое-то совершенно невероятное врожденное чувство такта, какой-то вежливости, вообще то, какая она, и я не знаю, до мурашек, правда, каждый раз, каждый день. Образование помогает, разумеется. Несу ли я домой какие-то ситуации, из которых я сделала какой-то вывод, и мне нужно применить это дома? Нет. Такого. Или, может быть, я просто еще пока не сталкивалась, такого точно нет. Образование, разумеется, помогает. То есть я знаю, что, где, как манипулировать, если хотите, если нужно каким-то образом. А должен ли родитель или учитель манипулировать? Да, нет такого, конечно, должен, не должен. Нет, вообще в манипуляциях нет ничего плохого. То есть, почему нет? Это показатель здоровой психики, что ты понимаешь, что ты где-то вообще можешь что-то себе позволить. Нужно ли это делать? Да я не знаю, как-то понаить. Вообще говорят, и существует такое общее мнение, что у педагогов не хватает на своих детей сил, внимания и так далее. Про себя я не могу такого сказать, потому что я семейный человек, и у меня всегда на первом месте будет моя семья, поэтому у меня всегда будет на нее время. Но слышала такое, говорят, что на своих уже не хватает единственное, кстати, чтобы совсем уж не казаться, да, как-то, четко знаю, и моя дочь, она сразу же угадывает, если я приезжаю домой, и у меня буквально только что был круглый стол, то есть последним уроком, например, у меня состоялся круглый стол, и мы обсуждали какую-то ситуацию. Моя дочь это просто на раз считывает, потому что она видит, что всю свою эмпатию и все свое какое-то тепло я оставила на этом круглом столе. Мне нужно какое-то время восстановиться. Это да. Это даже дочь, она прям считывает, знает. То есть очень интересно. А вам не кажется что когда вы говорите о том, что ваша дочь с рождения такая хорошая, суперская, что вы отчасти отрекаетесь от своего вклада в ее воспитание? Разумеется, вклад, конечно, он, наверное, не наверное, да, он есть, но почему-то мне не знаю, так все время кажется, правда, что как-то это такое само собой. Но мы в целом, действительно, у нас такая семья, что мы вкладываемся, да. Нахождение друг с другом нам это важно, мы действительно всегда как-то стараемся быть вместе. А я призываю вас, дорогие зрители, не только ученикам нашей школы комментировать, но и также нашему педагогическому коллективу делиться своим опытом и интересными историями в комментариях, чтобы нам было что обсудить. Был ли у вас опыт работы с молодым социопатом-психопатом? Да. Какие эмоции вы испытали, когда вы поняли, с кем вы имеете дело? Это нехорошо, что я не испытываю страха. Это плохо. Я сразу говорю, что так, наверное, нельзя. У меня отсутствует... В общем, я не боюсь. Мне не страшно. У меня были самые разные клиенты, и до работы в школе, разумеется. То есть это был и криминальный надзор, я работала со спецмолодежью, я работала в спецлагерях, куда приезжали, да, все эти люди. У меня как-то получалось, что ли, скажем так. И я никогда не испытывала страха работы с такими людьми. Но у меня не было такого, чтобы это был кто-то буйный, чтобы это был человек... к таким и не допустят, грубо говоря. То есть криминальный надзор, даже если мы говорим о криминальном надзоре, когда ты идешь конкретно в тюрьму, и ты, да, там общаешься, там есть охрана, если что, я не знаю, то есть... я не знаю, ты как-то считываешь сразу, если ты чувствуешь угрозу, ты, наверное, не начнешь работу. Я бы сказала так. Угу. Опыт есть, да. Хотелось бы спросить. Недавно вышел и выиграл Эмми и вроде бы другие награды от Netflix короткий сериал про подростковый возраст, да, Adolescence. И там как раз-таки рассказывается сюжет про абсолютно молодого парнишку, который убил свою одноклассницу. И это такая криминальная драма.
для тех, кто не смотрел, которая раскрывает особенности подросткового мышления, поступков и причинно-следственных связей. Вот насколько далеки мы от ситуации, которые происходят вот в этом сериале? Вы имеете в виду, будет, есть ли... Ну вот наша такая общая температура по больнице. Насколько актуальна проблема в нашей эстонской школе, среднестатистической, да, от того, что происходит, например, в Великобритании? Ой, мы пока еще, к счастью, далеки, но мы к этому движемся. Я не могу сказать, конечно, я годы вам не назову, то есть в каком году мы тоже к этому придем. То, что мы медленно к этому идем, это факт. То есть в Великобритании уже давно была политика ненаказания, и сейчас они имеют то, что они имеют. Опять же, очень непопулярна на данный момент политика государства такова, что мы не пишем о грязи, да, скажем так. То есть у нас мы не пишем о количестве самоубийств, мы не пишем о том, кто где на кого напал. То есть пресса старается эти вещи блокировать и правильно делают, потому что не нужно сеять панику, то есть в обществе, грубо говоря. То, что все это есть, вот таких тяжелых случаев у нас нет. По крайней мере, я о них не слышала. Может, как нет, вернее, вот последние два случая очень показательно, когда молодые люди на юге Эстонии или где это было? На школьном стадионе. На школьном стадионе. И сейчас вот тоже, когда мужчину, подростков убили и так далее. Это у нас было? Это было у нас, да. Ничего себе, я не слышал. Нет, про это как раз-таки писали в прессе, это просочилось все. Но от этого не уйдешь, конечно. Насколько мы к этому движемся, я не могу сказать, что это поставлено, что ли, на рельсы, да, и что вот оно будет, теперь есть. По последним данным, теперь уже, кстати, нет. В прошлом году я была очень удивлена. Я помню, ехала на работу, и по радио, значит, объявили, что сегодня Эстония вот празднует. Именно сейчас, вот в этот день мы можем, значит, четко заявить, что на данный момент в эстонских тюрьмах нет ни одного несовершеннолетнего. Ура, сказали все. Боже мой, подумала я, потому что я знаю, что они есть, все эти люди. Просто это всего-навсего говорит о том, что они среди нас. Они не изолированы где-то от общества, а они среди нас. Вот это, конечно, меня тогда немножечко испугало. Вот это есть. То есть, да, как я уже сказала, политика государства такова, что мы не наказываем, мы стараемся до последнего, мы поддерживаем. Даже для того, чтобы попасть в закрытое учебное учреждение, необходимо пройти, там, я не знаю, 9 кругов ада, просто пройти через совершенно невероятную какую-то бюрократическую машину, а потом получить отказ. Поэтому я не могу сказать, что прям тревожно у нас в обществе. В целом у нас страна спокойная. Если мы, кстати, говорим именно о нашей школе, то вот это я никогда не устану говорить, что я очень часто хожу на разные там конференции, я очень часто общаюсь с коллегами из других школ. Ребята, уверяю вас, у нас хорошая школа, у нас спокойная школа. Когда у нас происходят какие-то там из рук вон ситуации или просто какие-то ситуации, их гораздо меньше, чем в любой, не в любой другой школе, но это все нормально. Это просто школа на 1300 человек. Какая хорошая новость на самом-то деле. И давайте, наверное, закончим таким вот вопросом. Я думаю, что нас смотрят ученики, которые сталкиваются с травлей, но боятся об этом сказать, боятся, получается, отдачи, да, бэкфлэш от своих одноклассников. Да, потому что много говорят, что вот расскажешь, еще хуже будет и всякое такое. Вот что мы можем им сказать сейчас, чтобы они начали чувствовать себя легче и с большей вероятностью обратились к вам или к классному руководителю? Вы знаете, если мы говорим о принципах программы Кива, например, конечно, она не предусматривает эта программа, что кто-то там анонимно где-то что-то обратился и так далее. Есть определенная процедура. Мы все понимаем, что ситуации разные. Конкретно мы в нашей школе подходим индивидуально. Если все-таки человек не побоится, во-первых, сразу, да, боишься сказать, напиши. Это раз. Боишься сам сказать, написать, попроси кого-то это сделать. Если человек дойдет до меня каким-то образом и скажет, например, что я боюсь, что кто-то узнает, что это сказал я, мы находим какие-то варианты. В прошлом году был случай, когда молодой человек обратился, причем это был взрослый молодой человек, и я понимаю, что ему было неловко где-то там сказать, но он чувствовал себя жертвой. Мы обставили таким образом, что когда я разговаривала с агрессорами, да, назовем их так, я сказала, что поступил тревожный звоночек от дежурных, потому что какие-то вещи происходят в том числе на перемене, например.
Вот, и я сказала, что мне дежурный вот передал, он видел, что произошло вот это и вот это. А еще я слышала от одного учителя-предметника, который обратил внимание на то, как ты там вот, к однокласснику. И таким образом все равно этот клубок распутывается, мы так или иначе выходим, агрессор понимает, что я имею в виду. И, кстати, надо отдать должное, как правило, все-таки эти случаи заканчиваются. Вот такой вот классической травли, Акива — это про классическую травлю, да, когда это человек, который не может за себя постоять, и его прям вот, ну, издеваются над ним систематически, а он не может дать отпор. Таких случаев у нас практически не бывает. И если они есть, они не остаются незамеченными, мы стараемся их решать вот изо всех сил. И, кстати, пользуясь возможностью и случаем, да, я никогда не говорила на широкую публику, на наших собраниях или там ульткосоликут, которые происходят для всех там родителей и так далее, в начале года, в конце года, что в нашей школе нет травли. Я всегда говорила, что не остается без внимания случай. Разумеется, у нас есть случаи травли, но они прорабатываются, они не остаются незамеченными. Вот это мой такой главный посыл, когда мы говорим о Кива. В общем, я призываю не стесняться, не бояться ко мне подойти, все равно обязательно сказать или написать, и мы вместе найдем возможность, как сделать так, чтобы человек, о котором идет речь, да, кто выступает в роли агрессора, не узнал, что пожаловался вот тот-то или тот-то. Спасибо. Получается, что, уважаемые зрители, наши дорогие ученики, никогда не нужно бояться агрессора. Да, я думаю, что Анна согласится с тем, что тот, кто сам занимается травлей, он сам имеет какие-то проблемы, сам несчастлив в своих ситуациях жизненных. Это не значит, что его не надо не бояться. Да. Имеется в виду, наверное, не надо бояться, что он там что-то узнает и все-таки обратится, и мы найдем какое-то совместное решение, да, как работать с этой ситуацией. Бояться надо. И если тебя кто-то обижает, ребята, надо бежать и спасаться. Да. Бояться, конечно, надо, то есть нельзя чересчур как-то так переоценивать свои силы, но нельзя оставаться одному с этим. Вот это первое. Всегда нужно с кем-то разделить свое несчастье, свое горе, чем-то поделиться. Так или иначе, оно все равно тогда станет известно педагогическому составу. Опять же, боитесь к Кива подойти, подойдите к любому взрослому. Мы все здесь педагоги, мы все знаем, как дальше, кому что передать и как, где что обставить, чтобы это было максимально комфортно для ученика. И вот говоря в тему, мне очень нравится фраза на английском «You miss all the shots that you don't shoot». Да, то есть, если мы с вами не пытаемся, если мы с вами ничего не делаем, это нас вообще никуда не двигает. Ни вперед, а может быть только назад. Да? Поэтому обязательно обращайтесь, пишите анонимно, не анонимно, подходите лично. В какой кабинет? 241, да, кабинет конкретно меня, как социального педагога 7 по 12 класс, руководителя команды Кива, карьерного координатора 241. И тогда кабинет 308, Лириус. Это социальный педагог, который работает с ребятами с 1 по 6 класс. Опять же, если вдруг комфортнее обратиться к кому-то другому, пожалуйста, все знают, куда все равно дальше передать информацию необходимую. В школе нет слепых зон. Все, что происходит в стенах школы, становится нам известно. Нам совершенно не трудно посмотреть камеры. То есть, когда что-то происходит, мы смотрим камеры, мы всегда находим виновника. Я неоднократно уже грела в себе такую мысль, чтобы, например, по пятницам где-то по школьному радио объявлять, что так, правонарушений было столько-то, поймано было столько-то, сделали вот это, вот это, вот это и вот это, все были пойманы, все были наказаны. Но чтобы как-то ребята понимали, что не остаются эти случаи без внимания. К сожалению, этого сделать нельзя, потому что таким образом, наверное, будет подогреваться только интерес. То есть, если я, например, бы вам рассказала, как бы вы не пытались меня на это сегодня здесь вывести, что у нас происходит, да, какие-то истории и так далее, этого делать просто-напросто нельзя, потому что то, что сделал семиклассник, с огромным удовольствием переймет четвероклассник. Он подумает, что я рыжий, что ли, я тоже пойду и сделаю то же самое. То есть вот эти делать вещи нельзя. Поэтому, конечно, такие объявления мы делать не будем, но вот сейчас в рамках вот этого интервью я просто хочу сказать, что мы все узнаем. Мы знаем все, что где происходит. Это вопрос времени, когда эти люди будут пойманы, и вопрос того, насколько обратили на это внимание те или иные люди, то есть насколько это требует внимания проступок ученика. То есть большой брат следит за вами. Да, поэтому не надо, пожалуйста, испытывать наше терпение и вести себя. Не надо обижать место, где ты вот находишься с утра и до вечера. Пожалуйста, берегите наш дом, берегите школу, ведите себя достойно.
Поэтому на этой позитивной и воодушевляющей ноте мы с вами прощаемся. До следующей недели. В следующем выпуске у нас с вами будет Леонид Николаевич Гашков. Вы его все очень сильно хотели. Из-за сложных расписаний и рабочих графиков мы договорились и нашли удобное для нас время, поэтому мы вас услышали. Пишите вопросы обязательно к Леониду Николаевичу, чтобы мы его задали эти вопросы, и я уверен, что будет очень интересно. До скорых встреч!